Ну какая ж пошла. Ребятки, привет всем. Захожу по тропе, такой уже набитой. За всю зиму здесь ребята натоптались. Можно на машине заезжать, наверное. Но сегодня, ребят, вышел на рыбалочку. Хочу сходить на то же место, где мы с Ильей были недавно. Сегодня иду один, Илья не смог. Пришлось идти пешочком. Пешочком заходить, ребят, прилично. Километров 7, я так думаю. Уже река окраина идут. Здесь такие домики отдыха. Четкие. Ну как-то так, ребят. Время 6 утра. Погода -1. Днем будет +2. Километров 7, я так думаю, примерно топать. Вчера созванивался с ребятами. Что-то все не определялись. Ну, короче, ребят, рванул я сегодня в одного воскресенья. Народу по-любому тьма будет. Так что вот так, ребятки. Ну все, ускоряемся, прям. Думаю, за часа полтора я добью это дело. Прохожу по лесу. Рябчики, ребят, запели. Это вообще красота. Молодцы такие. Вон там старица идет. Березняк. Вот там они запели. Ну, сейчас они вон на земле бегают. Я там одного видел. Останавливался, хотел поснимать. А что у меня там зум там мало-помалу. У меня он просто не доходит до него. Снимаю на телефон, ребят, как обычно. Так что вот так. О, слышно было. Ну ладно. Ну это, ребят, приятно, когда вот после осени, после закрытия охоты идешь и вот слышишь рябчиков, там каких-то зверей наблюдаешь. Это вообще вдвойне приятно. Что, ну, что-то есть вообще. Да? Полет недалеко, где-то здесь вообще. Ладно, не будем мешать. Я, ребят, пру. Вот, ребят, прям тут сидит. Вы его не видите, я его вижу. А вон другой отвлекается. Вон, видно, он ходит там по этому, по низу. Вот, спускаться начал. Ладненько, нормально. Ребят, рябчики как умалишенные, всю дорогу поют. Тут старится скопление, их столько. Вообще, ребят, ну что, 3 с лишним километра позади. Вышел на лед, сейчас пойду по льду. Примерно столько же. Вот наши следы с Ильей, когда мы шли. Так, заходил, была одна машина стояла. Но правда непонятно, потому что мы заезжали. Но я заезжал и лужи были замерзшие. То бишь машина, наверное, стоит со вчерашнего дня. Ну или с утра. Возможно, на ночь. Ну, в принципе, можно сейчас и на ночь посидеть. Щука проклевывается. Пошел небольшой снег. Это, в принципе, хорошо. Для ельца это очень даже неплохо. Ну все, ребят. Прям маленько спотел. Расстегнулся. Ну ладно. Идем дальше. Такие хлопья пошли, бля. Подвигаюсь по тропинке, которая замерзшая и лед. И вот дело прошлое шипами сапоги. Но они хоть как-то вон помогают. Вот видите, царапины. Вот. Потому что когда в прошлый раз рыбачили, большое скопление народу было. Там реально уже мужики в возрасте такие. Ну так они летали, эта труба. Один вроде там руку чуть ли не сломал, что ли, блин. Сидел всю потом всю рыбалку, за руку держался. Тут можно убиться жестко, блин. Так что, ребят, на льду аккуратно. Тем более, когда далеко заходим, травмироваться нежелательно. Но облет реально, ребят, можно. Тем
более ты в такой экипировке идешь, как медведь. Тебе неудобно, равновесие плохо держишь. Ну, дальше больше. Дальше, ребят, в первую очередь безопасность на льду, ну или в тайге вообще, в общем, народу у нас. Типы свои приехали. Вон Паха. Здорово. Они заехали с Чукаеба. Я шел снизу. Вон еще одни сидят. Ребятки, вот так поймали маленько с утра. Хорошие экземплярчики есть. Вон Пашки. Рыбачим. Вот такие, ребят, делишки. Ну, народу вообще. Сколько народу вообще надо? Человек, наверное, 30 точно есть. Маленько перестала, ребят, клевать. Ну, бурятся страшно сильно. Пришли сюда и бурят. Такие дела. На другой стороне, там где ручей течет. Ага. Там вот, Трудовик, да? а? Трудовик? Да, у него. А. Брыляков. Нет, Брыляков. Ну, другой, который, значит, этот. Это Брыляков, у него своя баня. Ну, они вдвоем там, два трудовика получается, да? Да. Ну, я понял. Спонсорус и это. Ну, Поцус это... Рыбалочка. Время обед у нас. Ребята рассосались, кто-то на костер ушел, кто-то пошел выше. Вот так еще попалось. Но редко поклевывает. Но поклевывает. В принципе, мык он такой хороший. Ну, велес. Не скажу, что сильно клюет, так ну, поклевывает раз через раз. Не знаю, время к обеду. Может, что-то еще поймаем. Что-то вообще упала рыба. Ёршиков к котам соседским. Они меня ждут там, нормально все. Вот рыбачки рассосались. Клюют редко, ребят, не поснимать. Как-то так. Ладненько. Ребят, у нас переход. 3 часа не клювало, наверное. Сейчас сидели пониже. Ну, что 215, может, небольших поймали. И идем обратно, где утром пробовали. Время 4 час вечера. 3 часа надо намывать. Затишься, и у меня сейчас был обрыв. Щука обрезала. Там человечек жерлицы стоят. Одну сегодня поймал, щучку. Поставил на жерлицу. Может, попадется он. Ну, не знаю, сейчас попробуем, что у нас вечерний клев даст. Такая щучка, ребят. Людей сегодня попалась. Жерлица. Только одна всего. Ну, у меня тоже вот обрыл. Мол, щучка тоже поклевывает, нет. Потихонечку. Клевалочку. Маленькая. Такие неплохие. Ребята выходят к машине. Стоят еще. Ребята довезут. Пешком не пойду. Дома вот такой ловчик. Есть хорошая плотва. Килограмм 150-200. Отличный елец. Вообще зачем? Ну, есть и мелочь, конечно. Общий улов около 3 килограмм. Извиняюсь за съемку, не получилось сегодня мне поснимать. Во-первых, батарейки не хватало. Ну и целый день перемещался, то бишь интенсивного клёва не было. Постоянно искали рыбку. Ну, в итоге под вечер вот половили немного, вот плотва еще живая даже.
Довезли меня, слава богу, не пришлось мне обратно возвращаться. Ну, в общем, все здоровски. Так что, ребят, на связи. Всего доброго, всем удачи, всем пока.